Суфизм на Кавказе имеет многовековую историю. Эпоха основания науки ислама в Чечне связана с именами шейхов Кунта Хаджи Кишиева и Баматгире Митаева. Благодаря их проповедям в XIX веке удалось спасти народ от гибели в ходе Кавказской войны. Вероучения богословов нашли отклик в сердцах многих чеченцев и помогли перейти к мирному укладу жизни в царские времена. Все, что противоречит их пути, это является новшеством. Все, кто говорят, что суфизм – это новшество, их призыв является новшеством. Почему? Потому что суфизм – это наука, это душа ислама. Если взять образный пример, если шариат, законодательство ислама является телом, как тело человека, да, то суфизм, тарика, тасауф является душой. То есть душа ислама. Без души человек жить никак не может. Богобоязненность, духовное самосовершенствование и милосердие – это основные качества, которым философия тассаввуфа воспитывает верующего. В силу различных обстоятельств со временем эти понятия стали искажать. Возобновление суфизма в современном обществе связано с именем первого президента Чеченской республики. Ахмад Хаджи Кадыров в своей борьбе с международным терроризмом опирался на основы суфизма. Благодаря его убеждениям чеченский народ обрел мирную жизнь. Выступив против ваххабитов и других ложных течений, Ахмад Хаджи сказал, что лишь благодаря суфизму и зикру чеченский народ сохранил свое лицо. Ахмад Хаджи Кадыров призывал к традиционному суфизму, который преследовали последовали к этому пути наши предки, наши ауля, наши великие ученые, наши муриды. И он восстановил наши основы, истинные основы суфизма. Он связал новую жизнь, современную жизнь суфизма с основой, с древней жизнью. И он смог победить этих экстремистов, ваххабистов, салафитов, которые призывали к убийствам, которые призывали к такфиру. Такфир – это такой термин, когда ты человеку говоришь, мусульманин, что ты кафир, что ты вероотступник. И с такими своими мудрыми призывами он смог с их стороны, с лесов вернуть 7 тысяч человек, которые воевали на их стороне. И с его мудрой политикой, с его мудрым призывом чеченский народ смог возобновить свою мирную, нормальную жизнь. Суфизм – метод, основа которого опирается в Коран, сунну и исследования авторитетных ученых. Это наука, у которой есть религиозные направления, школы и имамы. Сегодня главой республики Рамзаном Кадыровым уделяется огромное внимание ценностям суфизма. Восстанавливаются зиярты святых авлия и устазов, куда сотни верующих совершают паломничество. Проводятся конференции на международном уровне. Летом прошлого года в Чечне прошла международная конференция с участием богословов со всего исламского мира. Эта конференция, можно ее считать, историческая конференция, которая внесена в единую концепцию в нашей республике, которая была принята по поручению главы Чеченской республики. Резолюция, принятая на этой конференции, легла в основу сборника «Суфизм. Безопасность для человека и стабильность для государств», изданного под авторством Адама Шахидова. Книга стала пособием для мусульман республики. В ней опубликованы доклады известных мусульманских ученых, высказывания выдающихся богословов, в том числе первого президента республики Ахмад Хаджи Кадырова. Ради сохранения и защиты суфизма мы заплатили слишком дорогую цену. В годы самых тяжелых испытаний наш народ сохранил свое лицо благодаря суфизму и зикру. Я не представляю, что было бы с моим народом без них. В Чечне только 2 тариката – Накшбандия и Кадирия. Они делятся на религиозные группы вирдовые братства. В республике строго следуют суфистским традициям, почитают своих устазов, известных им шейхов и эвлия. Последователи суфийских тарикатов и тысячи их мюридов подвергались арестам и суровым испытаниям. Однако это не привело к исчезновению религиозных ценностей истинных мусульман. Зура Саламова, Астамир Хаджиев, Тамерлан Арсанукаев. Новости.